Взаимно совместный залог выражает действие, которое совершается не одним, а двумя или несколькими людьми. Ортақ етіс, взаимно совместный залог, образуется путем прибавления к основе глагола аффиксов «с», «с» после согласных и «с» после гласных. Например, «жуу» – мыть, «жуосу» – помогать мыть, «сдеу» – искать, «сдесу» – помогать искать. Семантика взаимно совместного залога зависит от исходной формы глагола. Например, «Мен оган сдестем» – «я помогала ему искать». Здесь взаимно совместный залог выражает помощь одного субъекта другому. «Олар көрісті» – «они виделись», а здесь объектами действия являются сами же субъекты по отношению друг к другу. В процессе развития залоговые формы могут изменять свое первоначальное значение, выделяться из системы залоговых форм в самостоятельные глаголы с особой семантикой. Например, глагол «келю» – «приходить» в форме ортақ етіс будет «келес». Это слово употребляется не только в значении «приходить друг к другу», «приходить вместе», но и «сходиться друг с другом», «договариваться». От этого корня по закону агглютинации образовывается существительное «келесім» – «шарт», «договор». Название состязания ақынов «айтыс» тоже образовано по этой модели. Бүгінше осы.